Один из старейших чемпионатов школьной футбольной лиги в очередной раз собирает на своем поле спортсменов-любителей. Кто же одержит победу на этот раз? В средней школе номер 49 состоялся первый матч школьной лиги по футболу «Кожаный мяч». Ребята из старшей группы соревновались на футбольном поле стадиона «Олимп». В течение 3 дней юноши из 22 команд боролись за первенство в Октябрьском районе. Позже на этом же стадионе играли мальчишки из других частей города Уфа. Команда-победитель будет представлять свой район. Давайте спросим у капитана одной из команд про это мероприятие. Матвей, как прошла ваша серия игр? Ну, скажу, что неудачно, потому что у нас сейчас была игра со 42-й школой. Проиграли 4-1, много ошибок там было. Как происходила подготовка к игре? Ну, мы сначала с тренером Владимиром Николаевичем, нашим физруком, собирали команду боевую. Потом смотрели каждого по позициям, кто должен где играть. И поняли, что каждый играет на своей позиции, но в итоге результат плохой. Не рада очень. В соревнованиях участвуют ребята из 3 возрастных групп. В первой группе участвуют ребята 10-11 лет. Также в этой возрастной группе могут участвовать и девочки. Во второй группе 12-13 лет. Ну а в третьей 14-15. Во второй и третьей группах участвуют только мальчики. 130-я. Турнир проходит в 4 этапа. Первый этап – турниры в районах и городах. Второй этап – это турниры в субъектах Российской Федерации. Третий этап – всероссийские предварительные турниры, которые проходят в 18 городах России. В них принимают участие более 150 команд. Победителей республиканских, краевых и областных турниров субъектов Российской Федерации по 3 возрастным группам. Четвертый этап – всероссийский финальный турнир проводится в августе. В нем принимают участие лучшие команды зональных турниров, а также команды Москвы и Санкт-Петербурга. Всего 36 команд по 3 группам. Надеюсь, что на 4-м этапе мы встретим наших футболистов. Вау, ребят, вы очень круто выглядите. А расскажите, что это значит? Мы хотели выделяться и очень долго думали, что нам сделать. В итоге с утра мы сегодня собрались и решили покрасить волосы. Вот поэтому мы такие сегодня яркие. А какая тактика у вашей команды? Так, вообще, если подумать, тактики определенной нету. Мы будем стараться просто выбегать, забивать голы и потом держать оборону. Я играю в нападении, буду стараться на скорости отрываться и забивать голы. Ну, я играю в воротах. Так-то мы играем по определенной тактической схеме 2-3-1. Но мы планируем просто забивать и все, выйти вперед и выиграть матч. Соревнования для спортсменов-любителей «Кожаный мяч» проводятся уже 59 лет. В самый первый турнир в нем участвовало около 170 тысяч команд и почти 3 миллиона юных спортсменов со всей страны. В этом году соревнуются около 216 футбольных команд с каждого города России. Команда гимназии номер 115. Я в вас верю. Вау, такой высокий уровень! Хоть они не профессионалы, а играют в школьной лиге. Я думаю, парни добьются больших успехов в этой сфере. Пожелаем им удачи! Самира Сидикова, Вахид Халимов, специально для Горы новостей.